Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Я ученик 5 класса Черкчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова Собакин Коля. Разрешите представить тему моего доклада «Универсальный прибор для бесконтактного исследования температуры и теплопотерь». Актуальность работы исходит от того, что в настоящее время в связи с пандемией возникла необходимость получения температурной картины исследуемого объекта. Поэтому для визуализации полной картины нагрева или охлаждения нам поможет самодельный тепловизор-педометр для контроля над тепловым излучением объекта. Проблема. Готовить тепловизоры и педометры стоит очень дорого, а приборы, созданные своими руками, могут соответствовать тем же характеристикам, но стоить будут гораздо дешевле. Цель работы. Исследование температурной картины с помощью самодельной модели педометра и тепловизионной установки на платформе Arduino. Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие задачи, которые видны на этом слайде. Гипотеза создания педометра и тепловизора на базе микропроцессора Arduino позволит получить температурную характеристику исследуемых объектов. Работа прибора основана на тепловом излучении, которое создает любое нагретое тело, а источником является любое тело, у которого температура выше окружающей среды. Первыми создали тепловизор военные инженеры. На одной платформе у нас работают два прибора. Это педометр, прибор для бесконтактного измерения температуры тел, тепловизор, устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Для создания нашего прибора мы купили микроконтроллер Arduino Uno, дисплей, инфракрасный датчик температуры, металлический пленочный резистор, кабель соединительный для Arduino. Итого на изготовление педометра мы потратили 1534 рубля, а цены на которые начинаются с 10 тысяч до 1 миллиона. Для сборки педометра сначала необходимо разместить плату Arduino в корпус батарейным отсеком, потом подключаем MLX 90614 к Arduino, устанавливаем металлический пленочный резистор, подключаем дисплей и соединяем через кабели для Arduino. Также мы сделали корпус для нашего прибора из фанеры. Сначала нарисовали макет для корпуса в программе CorelDRAW, и резка макета была произведена на школьном лазерном станке. Мы написали программу для работы педометра, которая видна на слайде. Эта программа показывает температуру на LCD-экране. В перспективе программа номер 2. Для Arduino, чтобы наш тепловизор смог сканировать и показывать цветную картину температур. Мы провели с помощью самодельного педометра следующие исследования. Как мы знаем, эффективность работы теплотехнического оборудования во многом зависит от состояния теплоизоляции труб. Поэтому, чтобы узнать теплопотерю отопительных труб в окружающую среду, мы измерили температуру труб, утепленных разными материалами. На таблице данные измерения температуры на теплотрассе. Исследование мы проводили при температуре минус 47 градусов. Из таблицы мы видим, что наименьшую теплопотерю создает минеральная вата, обернутая цинкованным листом. Исследование номер 2. Наш каркасный гараж отапливается тепловентилятором Vulcan в Армении. Измерение тепловентилятора пластиковой трубы на входе и выходе показали, что теплопотеря каркасного гаража площадью 49 квадратных метров мала. Температура внутри гаража составляет плюс 19 градусов. Исследование номер 3. Дистанционное измерение температуры человека. Из данных таблицы мы видим, что температуру человека лучше измерять с лба. Исследование номер 4. Измерение температуры окружающей среды. Из данных исследований мы видим, что самодельный прибор измеряет температуру окружающей среды лучше, чем готовые наручные термометры и электрические термометры. Исследование номер 5. Измерение температуры тела через ртутный термометр, бесконтактный инфракрасный цифровой педометр и через наш самодельный педометр. Здесь мы видим, что самодельный педометр имеет высокую точность измерения температуры.
В заключение хочу сказать, что изучены доступные литература и интернет-источники о тепловизорах и о платформе Arduino. Освоены первоначальные приемы работы с микропроцессором на платформе Arduino, разработана и изготовлена экспериментальная модель пирометра, позволяющая осуществлять динамичные измерения температурного режима любых объектов. Проведенные исследования показали эффективность работы устройства. В будущем планируем создать сканирующий тепловизор с выводом данных на экран, показывающий цветную картину температур. Спасибо за внимание.